Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Мы продолжаем уроки по книге Гибадат Исламия, и сегодня мы затронем тему совершеннолетие и разумность. Человек, достигший совершеннолетия и обладающий разумом, должен выполнять необходимые, обязательные, поощрительные, дополнительные деяния, а также воздерживаться от запрещенного, порицаемого и неприличного. Человек, вышедший из детского возраста, считается совершеннолетним. Человек, обладающий трезвым рассудком, считается разумным. Маленькие дети не причисляются к совершеннолетним, умалишенные не считаются разумными. Поэтому, даже не выполняя обязательные и необходимые деяния, они не становятся грешниками. Когда мальчику исполняется 12 лет и у него проявляются признаки взросления, он считается совершеннолетним. Когда девочке исполняется 9 лет и у нее проявляются признаки взросления, она считается совершеннолетней. Если признаки взросления неявные, то и девочки, и мальчики считаются совершеннолетними по достижении ими 15 лет. Каждый, кто достиг совершеннолетия, должен воздерживаться от того, что запрещено религиозным законом, то есть шариатом, и жить согласно постановлениям религии. После того, как человек становится совершеннолетним и разумным, он должен воздерживаться от того, что запрещено религиозным законом, то есть шариатом, и поступать согласно его постановлениям. Следующая тема – это поклонение. Всевышний Аллах, чествуя своих рабов, одарил множеством благ. Это наше пребывание на земле, все наши органы, еда, которую мы употребляем, вода, которую мы пьем, воздух, которым мы дышим, наше здоровье. Все это дано нам Всевышним Аллахом. Сколько бы мы ни поклонялись Аллаху душой, телом и посредством пожертвования имущества, мы не в состоянии отблагодарить Аллаха за дарованные нам милости. Однако каждый совершеннолетний и разумный верующий должен исполнять обязательные и необходимые деяния, а также воздерживаться от запрещенного и порицаемого по мере своей возможности, постоянно поклоняясь Всевышнему Аллаху. 5 основных видов поклонения обязательны для каждого верующего мусульманина. Это вера, иман, намаз, пост, закят и хадж. Вера, иман – это значит уверовать в истинность религии ислам и ее предписаний. Намаз – это совершение 5-кратной молитвы определенным образом. Пост – это воздерживаться от еды и питья в месяц Рамазан. Закят – это выплата определенной суммы бедным от имущества. Хадж – это совершение паломничества в благословенную Мекку. На следующем занятии мы затронем такие темы, как вера и подтверждение веры. Спасибо за внимание. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату.